Прямая демократия – это инструмент, позволяющий гражданам непосредственно вмешиваться в политическую жизнь страны и определять, как на федеральном, кантональном и коммунальном уровнях должны работать важнейшие социальные институты. Одна из самых древних форм демократии – сбор граждан на площади. В Швейцарии она сохранилась только в двух небольших кантонах – Аппенцель внутренний и Гларус. Здесь каждую весну граждане с правом голоса собираются под открытым небом на центральной площади кантональной столицы и принимают политические решения поднятием руки. Граждане Швейцарии также имеют возможность 4 раза в год принимать участие в референдумах, на которые выносятся вопросы, важные для страны, кантона или для отдельной общины. Это может быть вопрос строительства новой школы, проблема снабжения кантона электроэнергией или формат функционирования социального страхования в Швейцарии в целом. Кроме того, каждые 4 года граждане выбирают 246 депутатов федерального парламента. Он состоит из 2 равноправных палат – Большой палаты, Национального совета, представляющей народ страны, и Малой палаты Совета кантонов, представляющей субъекты федерации. Система 2 равноправных палат позволяет выравнивать шансы сильно и слабо населенных кантонов. Швейцарский парламент принимает законы и формирует состав правительства Федерального совета, который состоит из 7 равноправных министров, принадлежащих к разным политическим партиям. Народ имеет право вынести любой закон, принятый парламентом, на референдум. Он назначается в случае, если инициативной группе удастся собрать по меньшей мере 50 тысяч подписей граждан за 100 дней со дня вступления данного закона в силу. Граждане Швейцарии имеют право выступить и с собственной законодательной инициативой, внеся, например, изменения в Конституцию. Для этого необходимо собрать 100 тысяч подписей, на что закон отводит 18 месяцев. Каковы же преимущества и недостатки такой системы? Главное ее преимущество заключается в непосредственном участии граждан в процессе принятия политических решений. В Швейцарии избиратели могут не только определять персональный состав руководящих институтов, но и принимать решения по совершенно конкретным вопросам. Недостатки заключаются в том, что политические процессы протекают в стране гораздо медленнее, а во-вторых, не совсем ясно, кто же в итоге несет ответственность за принятое решение. Критики указывают, что народ в Швейцарии может проголосовать даже за инициативу, трудно совместимую с Конституцией и международным правом. Вот только 2 примера референдумов, результаты которых вызвали неоднозначную реакцию как внутри Швейцарии, так и за ее пределами. В конце ноября 2009 года народ большинством в 58% голосов одобрил законодательную инициативу, запрещающую строительство новых минаретов. И это несмотря на то, что правительство и парламент настоятельно рекомендовали отклонить ее. Годом позже швейцарцы большинством в 53% согласились с законом, который предписывает немедленно высылать иностранцев, совершивших тяжкие уголовные преступления. Однако власть в Швейцарии исходит от народа, а потому эти законодательные новеллы были в итоге прописаны в Федеральной Конституции. Сейчас парламент вносит соответствующие изменения в законы и приводит народный водум в соответствии с международно-правовыми обязательствами Конфедерации. Шансы на успех этого процесса разные партии и движения оценивают по-разному. Насколько же эффективно работают механизмы швейцарской демократии? Можно ли представить себе еще более демократичную систему? Многие подчеркивают, что право народа на участие в политических процессах – это еще не вся демократия. Они критикуют следующие моменты. Отсутствие в Швейцарии конституционного суда, прозрачного механизма финансирования партий, а также низкий процент избирателей, участвующих в голосованиях и выборах. Только 2 из 5 граждан считают необходимым совершить несколько раз в год поход к избирательной урне.
И все-таки, несмотря на недостатки, швейцарская демократия признана во всем мире уникальным явлением. Швейцария – единственная страна мира, в которой прямая демократия играет столь заметную роль в политических процессах и в которой вопросы, выносимые на референдум, в такой сильной степени определяют ход общественных дебатов. Это ведет к определенной непредсказуемости, поскольку последнее слово всегда остается за народом, а это лишает политическую элиту возможности заранее принимать решения в узком кругу посвященных. Наряду с федерализмом и нейтралитетом прямая демократия является существенной составной частью швейцарской идентичности, обеспечивая в конечном счете уникальное единство разных языковых, религиозных и культурных регионов страны.